Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «Вести Чеченская Республика», в студии Луиза Яхяева, и главные темы выпуска. Новый автопарк. Образовательные учреждения региона получили автобусы для развозки школьников. Благие дела. В священный месяц Рамадан постящимся региона помогают благотворительные организации и рестораны. Квартирный вопрос. На этой территории будут автопарковка, детская площадка, и зона отдыха для жильцов дома. В Грозном возводятся новые жилые микрорайоны. Какие удобства ждут новоселов, расскажем в выпуске. Регион получил в свое пользование более 80 микроавтобусов. С их помощью школьников смогут развозить по учебным заведениям. Глава региона и министр науки и образования Хошбау Дидаев провели тест транспортных средств. Подробнее в сюжете Лейлы Муртазовой. Благодаря активному взаимодействию Чеченской Республики с Министерством просвещения и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, регион получил в свое пользование более 80 микроавтобусов для перевозки школьников, которые отвечают всем требованиям безопасности. Рамзан Кадыров вместе с министром образования Чеченской Республики Хошбау Дидаевым лично проверил новый транспорт. Вместимость Орби цели в региональном порядке исключения. Аяла? Шеф, дохо опоручение здесь. Пол швой. Хош равая его лож сегодня катай поечку, лучше тай прихаял здесь, что ли? Так еще ярче там лучше, ал там лучше, алиста швар лучше, а берешь эдик дишь, хола. Бог это Бог вот я хочет ездить машине в образовательном учреждении, что дох на острове дуйзе, так хацерцит ходагерт хацеюше, атоцена около Минпромторг России церцин соглашение тия Минпросвещение поддержать и на ишь туда техника хацешко. Да да сага вела На новых машинах школьников смогут развозить по своим учебным заведениям. Это неоценимая поддержка для учащихся и родителей, которые теперь могут не волноваться за своих детей. Общее примете, да, международный университет, это авой, да, хинстан, юртио кахал, да, юртио исти, да, школ, я базит миллиард ашдиз, да, а бер дик, да, альчи, да, школ, да, дикцак, школ, табеш, автобус, да, диз, да, диз, то, на самом деле, да, хорошее подспорье, да, спасибо нашему президенту, правительству Российской Федерации и вам лично, господин Даев, да, дальше, да. Если не была бы программа президента, сегодня не было бы. Это поддержка 84. 84 машины за раз для одного региона. Еще 25 школ. В этом году открываем новых 25 школ. 8 новых начали строительство. Когда мы начинали, у нас не было ни одного объекта, так можно сказать, образования. Да.
не было ни одного даже элементарного помещения, чтобы глава республики, президент мог провести совещание, да, не говоря о других, да, объектах, да, направлениях своей массу, да. Гордимся, радуемся, да, успехами, да. Trots med alla gäller det. Trots med det, ja. Trots med dagen, där gäller dagen doktor och problem med det till olika dagar. Det är det dagen. Vet jag vad vet jag dagen. Där var det så. Россия угар yok шарях, ладно 2,5 тысячи школ Хошеровая Юлина. إذا موسكوسكي область отсачи я лахте на Кавказе из этих школ шаят ла молаха еще 24 года торжественного хайели шкабу бен бабу لأن نقدر هيك حبيرك تقدر صالون حتى تفضليل حتى زدحتو كي خدت تكون بدجة توتايس أيوه كامبل بعض شو ما ديك ميل خليه ناخن خلق نقي ديك ديز أما بوخ هي تون اشتغل بوخ شو أعمل هاجي بركتين يا حظ حدوخ شو كوي لا دي بركتي ولا ديريز خلقون ده ساعة يلحقش. Несмотря на санкции и проведение СВО, регион продолжает уверенно развиваться. Численность населения растет, расширяются границы населенных пунктов, строятся новые социальные объекты, учебные заведения и многое другое. Все эти удобства делаются для будущего поколения. Перевозка детей – это большая ответственность, поэтому Рамзан Кадыров призвал водителей автотранспорта быть осторожными и бдительными на дорогах. أقول ده ماشي دان لرلوش ليلو يز حش ليلو يز دان بيكس عسدك شنو دان إيش دان أقري دان شتا يوم داش بير دان هور دار سانس دان ويك دان بير دان حلوش دو دان تاك ويك تيشاتيش دان تعسديجا تاك إشكولا عامو دان إشكولا دان سان هدوش دان ضحية دلا دان تاك دكتور خان دان سا ويتي يقشل دان سندل دام ولا دانه وإتباري دولو ديش تعدوش عاقية تركي ولا بال ديش دان دان يأمن سي بصو من سي دان бесплатное питание дан ешь дан який школ что дан уже в этом году мы должны открыть 25 школ дан еще начинаем строить начали 8 дан школ дан сегодня вручаем дан ключи от 8-4 дан машин дан это дан просто дан немыслимый, что куда сказал, в сегодняшней системе, если посмотреть там, мы должны были умереть, умирать потихоньку от таких санкций, которые вокруг нашего государства происходят. А сегодня наоборот, Россия живет, Россия процветает, Россия, вот смотрите, все краны у нас работают, строительство не останавливается, хвала Всевышнему, все санкции, которые они предусматривали, для того, чтобы убить российский народ, у них этого не получилось. Россия опять же экономически стала на ноги, укрепила свои действия и идет вперед. То, что они выходят из государства, нам наоборот оставляют большие заводы, фабрики, помещения, для того, чтобы быстро можно было построить другие локации. А сегодня мы живем в комфортных условиях, защищаем свою страну на СВО, активно участвуют наши ребята со всей России, не только даже со всего мира приезжают нам для того, чтобы воевать с этой нечистью, сатанизмом. Для этого мы сели, да, вот делаем машины, для этого В завершении Хош Бауди доложил, что за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова материальная и техническая база общеобразовательных организаций регулярно пополняется самым современным оборудованием. За счет фонда بعنا شكافين زكزاتين حقاچيش كمبيوتر ноутбук сканер принтер Капри ешсало уюй отдельно фонду еш 76 школа капремонт делал что Курчалойский Виденский район Адолин дадут учительский дом до дерез волон бог дел этом бухарёх поддержкаю мол к концу мая материально-техническая база в школах максимально за счет фонда обновится еще дополнительно. Координатор, фирма, что просто. Да,
Поставка школьных автобусов является очень важным и значимым мероприятием для системы образования в частности и республики в целом. С 2016 года в образовательной организации региона поставлено уже 382 единицы автотранспортных средств. Руководство республики уделяет пристальное внимание подрастающему поколению, делая все, чтобы они получили качественное образование и учились в лучших условиях. Лейла Муртазова, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Санох Чече Санох Чемуат». Мероприятие в рамках Года чеченского языка было организовано республиканской газетой «Даймох» совместно с Союзом журналистов региона при поддержке Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Конкурс проводился среди школьников. Всего было выбрано 4 победителя. Первое место занял ученик Долинской средней школы Асхаб Сурхаев. زونه ناخچ موت خ بیش بو خیر زونه قرنا بیش بو تقو جوج قره ال قرنا ناخچ ما بیزش ترگو یشه قوسمش قداق لو توشم د دیز مساره دالت اعبرك تيل هرين چونه دريز خيل روي مخ داس وين فرشو نوخ مت شو قود حقيقة تنخ ويقوم دل بركت ميل دول متك حق هور نوخشو ميل ويخش مت حقنا بقى خليدي لا وانشان تاغيتر تير قدا وقويد ادولنج بركت شولخ دي داقلا تا امو چاغيل تير سينير قيت مي ديلر عاشوان تاني طبعا وانشان صوتش دي اشتيالشان وشات يخمدر. Круглый стол на тему семейные традиции вайнахов, патриотическое воспитание молодежи состоялся в Национальной библиотеке Чеченской Республики. В нем приняли участие сотрудники органов власти, гражданских институтов и студенты педагогического университета. Доклады по теме мероприятия зачитали 4 представителей научной интеллигенции региона, такие как профессор-академик Академии наук Дени Батаев, уполномоченный по правам ребенка Хамзат Хирахматов, а также профессор ЧГУ, доктор социологических наук Лидия Курбанова. В своих трудах они отразили самые важные аспекты обсуждаемой повестки. Организатором выступило Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея женщин-руководителей». Ни для кого не секрет, что даже на чеченском языке люди мало разговаривают, особенно в городе. Не соблюдают элементарные элементарные традиции, которые испокон веков были у нас, у чеченцев. Цель сегодняшнего мероприятия – популяризация традиций чеченского народа, возобновление этих традиций. Туда входит уважение к старшим, да, соблюдение и сохранение семейных ценностей, материнства. В столице продолжается активная застройка. Многоквартирные дома возводятся в нескольких районах Грозного. О количестве квартир и технических характеристиках в сюжете Медины Мударовой. В скором времени по улице Погуляева Шахмансурского района Грозного появится 7 девятиэтажных домов. Строительство объектов было начато в прошлом году. Основные работы почти завершились, остались внутриотделочные. Работа вовсю кипит. На участке задействовано 25 единиц спецтехники и 50 рабочих. Они трудятся круглосуточно, не покладая рук, чтобы поскорее порадовать будущих жильцов. Внутриотделочные работы – самая интересная часть строительства. По плану участок будет сдан в эксплуатацию через 2 месяца. Здание возводится в рамках инвестиционной программы переселения из ветхого жилья. Площадь застройки каждого дома более 5000 квадратных метров. Для жителей также благоустроят и прилегающую территорию. На этой территории будут автопарковка, детская площадка, и зона отдыха для жильцов дома. В Грозном ведется строительство более 100 многоэтажек, рассчитанных на 18 тысяч квартир. Это свыше 1 500 000 квадратных метров. Один из них – Грозный Тауэр. Это комплекс из 3 жилых 29-этажных домов. Они находятся по улице Шейха Али Митаева. Кроме жилого предназначения, у нас на первом этаже, везде первые этажи предназначены для коммерческих целей. То есть там будут
или магазины, или офисные помещения. По всей площади предназначаются подземные паркинги в 2 уровнях. Ориентировочно на 582 места. В каждом доме по 224 квартиры. Строительство ведет общество с ограниченной ответственностью «Дикостройпроект». Работы были начаты в 2020 году, завершить планируется к 2025 году. Все многоэтажки строятся в составе жилых комплексов. Они будут отличаться интересными архитектурными решениями и комфортными условиями. А главное, высотки прекрасно впишутся в современный облик столицы. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Священный месяц Рамадан – это время, когда верующие еще больше усердствуют в благих делах. С его наступлением в регионе проходят масштабные акции – бесплатные ифтары, раздача фиников и воды на дорогах. Особая атмосфера царит и на центральных улицах. Обо всем по порядку в следующем материале. Вечерний прием пищи в месяц Рамадан начинается сразу после захода солнца. Известно, что нежелательно откладывать разговение на более позднее время. Однако не всегда получается сделать это сразу. Для тех, чей ифтар проходит в дороге, благотворительная организация «Хайра» устроила акцию. Волонтеры на дорогах республики бесплатно раздают постящимся финики и воду. В WhatsApp, в Телеграме у нас есть волонтеры, более 1000 волонтеров у нас. Мы им пишем, так-то, нужна ваша помощь, будет раздача. Ифтар с Хайра это называется, наша акция. Это каждый год уже происходит. Ифтар с Хайра проводится уже 9 лет. Каждый день Рамадана на улицах Грозного, Урус-Мартана и Гудермеса за 10-20 минут до разговения раздают около 1700 наборов воды и фиников. Другую акцию в этот священный месяц проводят рестораторы города. Каждый постящийся может бесплатно провести ифтар в заведениях, где она действует. Одно из таких – Яй Веранда. За пару часов до вечерней молитвы на кухне начинается активная работа. Повара делают заготовки для блюд и пекут хлеб, чтобы все было готово к приходу гостей. Здесь подобная акция, как и во многих других заведениях города, проводится каждый Рамадан. Мэрия Грозного также решила порадовать жителей. На самой оживленной улице столицы появились тематические украшения. Объемная инсталляция, расположенная на бульваре имени Махмуда Эсамбаева, состоит из неоновых конструкций в форме месяца, полумесяца и звезд. Общая протяженность всей инсталляции составляет 600 метров. Это одна из излюбленных улиц среди гостей и местных жителей. В период Рамадана сложно не ощутить атмосферу чуда и праздника на улицах. Правоверные мусульмане во время поста стараются не только отказываться от пищи в дневное время, но и направляют все свои силы на совершение благих деяний. Вознаграждение за них в этот священный период выше. Луиза Ахьява, Мовсар Хаджиев, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. Выпускники Чеченского базового медицинского колледжа приняли участие в ярмарке вакансий. На мероприятии присутствовали руководители региональных больниц и поликлиник, целью которого является оказать помощь студентам учреждения в поиске рабочих мест, а работодателям в подборе кандидатов на имеющиеся вакансии. Учащиеся продемонстрировали свои умения и навыки по специальностям. Стоит отметить, что ярмарка проводится ежегодно и помогает трудоустроиться выпустившимся из СУЗов. Студенты, которые у нас в этом году выпускаются, у них есть реальная возможность напрямую уже, если не заключить договор, то, по крайней мере, заручиться поддержкой руководителя лечебно-профилактического учреждения вместе с тем, чтобы уже по окончании учебы, после получения диплома и прохождения процедуры аккредитации, чтобы они могли уже получить рабочее место. На этом все. Следите за последними новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».